Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін сөйлем туралы біраз ой толғайтын боламыз. Жалпы сөйлем біршама тиянақты аяқталған ойды білдіреді. Бұны бәріміз білеміз. Мы все знаем, что такое предложение. Біз 5-ші сыныпта хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты сөйлемдердің жасалу жолдарын үйреніп, құрастыруды үйренген болатынбыз. Ал енді биыл 6-шы сыныпта сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып, жай сөйлем құрастыруды үйренетін боламыз. Значит, мы в 5 классе с вами проходили повествовательное, вопросительное, восклицательное и понудительное предложение, как они образуются, как мы их составляем. А в 6 классе мы будем уже конкретно заниматься созданием простых предложений, соблюдая порядок слов в предложении. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі. Порядок слов в предложении. Тут подразумеваются члены предложения. Значит, порядок слов в предложении, это значит порядок членов в предложении. Например, и в казахском, и в русском языке их 5. Основные, главные члены предложения и второстепенные члены предложения. Мысалы, жалпы ереже бойынша баяндауыш, сказуемое, сөйлем соңында. Он всегда находится в конце предложения. Бастауыш, подлежащее, баяндауыштан бұрын тұрады. Его место всегда перед сказуемым. Анықтауыш, определение, өзі анықтайтын сөзден бұрын. Это значит, он находится до или перед определяющим словом. Толықтауыш, дополнение, пысықтауыш, обстоятельства обязательно находятся перед словами, которым они нужны, которых они касаются. Теперь попробуем запомнить. Түсініп алайық. Вопросительные слова, местоимения в предложении самые важные для содержания фразы, выделяются в речи и при чтении логическим ударением. При глагольном сказуемым они ставятся непосредственно перед ним. Мысалы, кім кетті? Жомарт кетті. Жомарт қашан кетті? Жомарт кеше кетті. Жомарт кеше қайдан кетті? Жомарт кеше қаладан кетті. Жомарт кеше қаладан немен кетті? Жомарт кеше қаладан көлікпен кетті. Жомарт кеше қаладан көлікпен қайда кетті? Жомарт кеше қаладан көлікпен Астанаға кетті. Обратите внимание, мы вот выделенные слова обязательно читаем интонационно по-другому. Сюда ставим логическое ударение. Кім кетті? Мы интересуемся тем, кто ушел. Значит, мы ставим интонацию, мы ударение ставим на слово кім. Кім кетті? Нам интересно узнать, кто ушел. Жомарт кетті. Естественно, когда отвечаем в простом предложении, у нас тоже ударение падает на слово жомарт, которое отвечает на вопрос «кто?», потому что мы интересовались кім кетті. Жомарт қашан кетті? Жомарт когда ушел? Жомарт кеше кетті, вчера ушел. Жомарт кеше қайдан кетті? Жомарт вчера ушел откуда? Жомарт кеше қаладан кетті, из города ушел или уехал. Жомарт кеше қаладан немен кетті? Жомарт вчера из города на чем уехал или ушел? Жомарт кеше қаладан көлікпен кетті, ушел, уехал транспортом. Жомарт кеше қаладан көлікпен қайда кетті? Жомарт вчера из города выехал или уехал на транспорте куда? Жомарт кеше қаладан көлікпен Астанаға кетті. Вчера он на транспорте поехал в Астану. Видите, какой вопрос нас волнует, туда мы ударение ставим, чтобы понять, о чем спрашиваем. Значит, вопросительные слова, значит, местоимения в предложении, самые важные для содержания фразы, выделяются в речи и при чтении логическим ударением. При глагольном сказуемом они ставятся непосредственно перед ним. Мысалы, кім кетті? Жомарт кетті. Вот так же попробуйте несколько раз повторить и понять. Потому что мы здесь должны түсініп алу, понимать
правильно использовать, что хотим, как мы должны правильно составить вопрос, как на них правильно ответить, где нужно ставить логическое ударение. Следующее. Вопросительное слово, употребленное вместо определения, ставится перед определяемым словом. Мысалы, сен қай көшеде тұрасың? Мен желтоқсан көшесінде тұрамын. Желтоқсан көшесінде қандай үйде тұрасың? Желтоқсан көшесінде 9 қабатты үлкен кірпіш үйде тұрамын. Бұл үйде нешінші пәтерде тұрасың? Мен 25-ші пәтерде тұрам. Или же можно бұл үйде 25-ші пәтерде тұрам. Если хотите, оставить шаблон предложений. Ты в какой улице живешь? По улице Желтоқсан. А по улице Желтоқсан в каком ты доме живешь? В 9-этажном большом кирпичном доме живу. А в какой квартире живешь? В 25-й квартире. Видите? Все определяемые слова находятся перед определяемым словом. Келесі. Вопросительное слово, являющееся в предложении сказуемым, ставится в конце предложения. Мысалы. Мынау бала кім? Сіздің сынып қайда? Оқу құралдары кімде? Если вы хотите узнать вообще состояние сказуемого, которое находится в конце, то вопрос тоже ставите в конце. Мынау бала кім? Кто этот парень? А когда мы переводим его на русский язык, слово «кто» уже переходит на другое место. Мына бала кім? Кто этот парень? Сіздің сынып қайда? Где ваш класс? Оқу құралдары кімде? У кого учебные принадлежности? Следующие вопросительные частицы. Маме, бабе, папе. Обратите внимание, в письме мы перед этими частями как бы маленькими словечками не ставим никакие знаки. Если вы поставите перед этими маме, бабе черточки, они будут уже превращаться в какие-то суффиксы либо окончания. А здесь они выступают как часть речи, именно вопросительной частицы. Являются частью составного сказуемого. Мысалы. Сен үйден келдің бе? Сен үйден келдің бе? Мынау біздің сынып жетекшісі ме? Мынау біздің сынып жетекшісі ме? Ты из дома пришел? Это наш классный руководитель? Это наш классный руководитель? Это наш классный руководитель? Сен үйден келдің бе? Ты пришел из дома? Вот этим мы можем вам объяснить, какие слова именно, о чем мы хотим узнать. Мы обязательно ставим вопросы, и эти вопросы имеют определенные свои интонационные окраски, которые называются логическими ударениями. Мы их должны правильно ставить по цели высказывания. И таким образом мы обязательно составляем вопросительные, а отвечая на вопросительные, у нас появляется повествовательное предложение, в которое в конечном итоге опирается на слова, которые мы с вами до этого говорили. Главные особые члены предложения. Их всего 5. Именно главные члены предложения это бастауш и баяндауш, как и в русском языке, подлежащие сказуемые. Почему мы начали с баяндауш? Потому что в каждом предложении обязательно совершается какое-то действие, говорится о чем-то. И всегда является его хозяин этого действия. Потом идет определение конкретного подлежащего, какого на характер, какого вида, цвета, вкуса и тому подобное. Потом идет дополнение к действиям, совершаемым, и обстоятельства, место действия, причина действия. Вот это все является главными, как бы сказать, составляющими самого предложения. Вот предложение может состоять только из бастауша и баяндауш. И поэтому он называется нераспространенной проза жалаң. Мен келдім, ол отыр, сабақ оқыдық и тому подобное. А когда уже добавляются второстепенные члены предложения, он становится распространенным, жайылма. Потому что слов больше станет. Бастауш, анықтауш определяет бастауш, а толықтауш и пысықтауш дополнительно описывает баяндауш. Таким образом, слова, порядок слов, предложений могут меняться, но постоянные, что касается членов предложения, вот эти правила соблюдаются. Вот баяндауш в казахском языке закономерно находится в конце.
Бастауыш перед баяндауыш. Может быть близко, далеко, но перед, после баяндауыш он не может находиться. Определение перед бастауыш. Толықтауыш, пысықтауыш в основном где-то больше процентов служит на баяндауыш. Надеюсь, вам все понятно. Если вам где-то что-то непонятно, вы можете еще раз пересмотреть эти слайды, затем задавать свои вопросы. Сол үшін сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін тағы бір қайталап, есте сақтап, сұрақтарың болса қоюға болады. Тыңдағандарыңа рахмет.